Это телеканал «Якутия-24». Прямой эфир в студии Влад Давыдов и итоги дня. Добрый вечер, смотрите сегодня. День памяти и скорби. В эту дату в 1941 году фашисты напали на Советский Союз. Россия сегодня вспоминает жертв Великой Отечественной войны. Сюжеты из Алдана, Ленска, Мирного и Якутска. В Нерюнгринском музее освоения истории Южной Якутии открыли выставку новых экспонатов времен войны. Что именно, представили посетителям. Опасное рядом. В Алданском районе ребенок пострадал на игровой площадке во дворе из-за сломанной качели. Как так получилось и кто за подобное должен отвечать? Мне бы в небо. Авиакомпания «Алроса» вошла в тройку лучших в России. Правда ли это на деле? Довольны ли ценами и услугами сами мирнинцы? Обратный отчет завтра в столице. Торжественно откроют Исех Туймады. Сегодня прошла генеральная репетиция национального праздника в местности Юсхаты. Сегодня в России отмечают День памяти и скорби. Именно в эту дату, как известно, 22 июня 1941 года в 4 утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Сегодня, в этот день, все народы, кого коснулась эта трагедия, вспоминают о погибших в боях, умерших в тылу от голода и замученных в фашистском плену во время Второй мировой войны. В памятный день в Москве президент Владимир Путин принял участие в возложении венков к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Солдаты роты почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники этой церемонии. Дань памяти советским героям, отдавшим свои жизни в борьбе за Родину, воздали во всех регионах страны. В Якутске и районах прошли митинги и возложение цветов. Обзор нашего корреспондента Александра Зубехина. В те годы на фронт ушли 62 тысячи якутян, в том числе 418 женщин и девушек. Из них 13 706 человек из столицы. В Якутске состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня. Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-победителям. В Якутске проживает 83 ветерана Великой Отечественной войны, которым на данный момент более 90 лет. Это один из самых трагических дней в нашей истории, и мы должны это помнить, мы должны беречь нашу историю, беречь эту память и передавать ее через молодые поколения следующим. Сегодня еще живы те люди, которые помнят 1941 год. В Мирном взрослые, дети, а также ветераны почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Возложили цветы к вечному огню и прочитали молитву о погибших. Нина Провоторова вспоминает, что на войну ушел весь ее школьный класс. Тогда она только окончила 10-й. Мы развлекаемся, и на отдых ездим, и учимся. Это ведь все благодаря вот тем людям, которые и погибли, и которые отстояли. И поэтому вот буду призывать, чтобы беречь надо, заботиться о таких. Из городов и поселков Алданского района на передовую отправились почти 12 тысяч человек. Большинство не вернулись домой. Собравшиеся говорили торжественные речи, которые сменяли песни военных лет. Ветеранам тыла, чье детство пришлось на страшные 40-е, представители молодых поколений учили гвоздики. У подножию обелиска Победы были возложены венки и живые цветы. В каждой семье были потери. В моей семье очень много, оба дедушки погибли. Это, конечно, большое горе для всего советского народа было. И это осталось в памяти, конечно. Наши деды и отцы воевали. Нам не досталось, мы живем в мирное время, это хорошо. И хочется, чтобы оно всегда продолжалось, это мирное время. В годы Второй мировой войны из Вилюйского района в советскую армию призваны 1988 человек. Сегодня в Вилюйске прошел траурный митинг, на котором собрались и взрослые, и дети. Местный ансамбль пел песни.
администрацией Вилюйского ЛУСа проводится колоссальная работа по увековечению памяти их. Строится в городе Вилюйске и в наследях памятные доски, памятники. Вилюйск украшает танк. Из Ленского района на фронт ушли 3571 человек. Вернулись чуть более 2500. В Ленске прошла акция «Свеча памяти». Мероприятие прошло на площади Победы у Вечного огня. Ленчане, общественники, должностные лица, обычные горожане отдали дань памяти советским героям, отдавшим свою жизнь в борьбе за Родину. Нет будущего у того, кто забыл свое прошлое. Поэтому нужно помнить о том, что да, было 22 июня, была война, и для того, чтобы впредь такого события в нашей жизни никогда не случалось, необходимо предпринимать все возможное для этого. За победу советскому народу пришлось заплатить огромную цену. Война коснулась судеб каждого. Погибло около 27 миллионов человек. Но страна смогла выстоять. Нужно помнить, человек жив, пока жива память о нем. Александр Зубихин, Татьяна Вахнина, Анастасия Кобызева, Сергей Шипачев, Якутск, Мирный, Алдан, Вилюйск, Ленск. К другим новостям. Жители села Сюльдюкар в Мирнинском районе потушили лесной пожар. Возгорание произошло на расстоянии 6 километров северо-восточнее этого села из-за сухой грозы. В тот же день на тушение выехали 25 человек. Это местные жители и 10 членов добровольной пожарной команды. Спустя сутки огонь, охвативший почти 6 гектаров лесного массива, ликвидировали, тем самым предотвратив угрозу населенному пункту. Напомню, сегодня в Мирнинском районе действует режим ЧС. Запрещается въезд транспорта в лесные массивы, разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, также проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест специально для этого отведенных. Деньги дольщиков будут переходить застройщику только после того, как объект сдадут в эксплуатацию. Соответствующий закон приняли в третьем чтении в Госдуме. Теперь деньги будут размещаться на счетах эскроу и подлежать страхованию на сумму не более чем 10 миллионов рублей. Важное новшество закона – обязательное банковское сопровождение проектов долевого строительства. Это позволит не допустить нецелевого использования денег дольщиков. Кроме того, документ предполагает запрет на использование специальных облигаций жилищных сертификатов. Кроме того, предусматривается солидарная ответственность владельцев застройщика за причиненный гражданам ущерб. Вместе с тем, окончательно принятые Государственной Думой поправки в закон о долевом строительстве принцип следующий: один застройщик, один проект. Им предоставляется возможность привлекать деньги для строительства многоквартирных домов по нескольким разрешениям. Однако это строительство в рамках одного проекта реализован механизм банковского сопровождения при долевом строительстве. Это поможет уйти от основного первоисточника проблемы, недостроив котлового метода финансирования и, как следствие, нецелевого использования денег граждан. С 1 июля те застройщики, которые получат разрешение, начиная с 1 июля текущего года, по ним можно уже практически на 100% быть уверенным, потому что эти застройщики являются добропорядочными, и, соответственно, дальнейшее возникновение таких, как обманутые дольщики категории граждан, у нас уже не будет. 31-летний житель Якутска признан виновным в неуплате алиментов и приговорен к 11 месяцам пребывания в колонии-поселении. Об этом сообщила прокуратура. В 2016 году по аналогичной статье этот же человек был привлечен к обязательным работам на 80 часов. Затем, год спустя, его дважды осудили за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, и он получил условный срок. На этот раз суд приговорил нарушителя к еще более строгому наказанию. Сумма невыплаченных им алиментов за период с июня по декабрь прошлого года составила более 55 тысяч рублей. Госдума поддержала во втором чтении поправки в статью Уголовного кодекса, согласно которым один день пребывания в следственном изоляторе засчитывается за 1,5 дня в общем сроке заключения по приговору суда.
Закон в случае принятия будет иметь обратную силу. Пересчету будут подлежать сроки уже осужденным людям. Однако новые нормы не коснутся приговоренных к лишению свободы в колонии строгого или особого режима. В Алданском районе ребенок пострадал на игровой площадке во дворе из-за сломанной качели. Как такое вышло и кто за подобное должен отвечать? Над темой работала Татьяна Вахнина из Алдана. Каникулы второклассник Володя Пронин из поселка Ленинский проведет за книгами и виртуальными играми. Бегать и заниматься спортом не получится. Прокатившись на карусели, Вова оказался в травматологии. У него диагностировали перелом голени. Мальчика ожидает операции. Там была карусель, а в ней дырка. Мы крутились, у меня нога туда попала и сломал. У данного пациента перелом имеется нижней трети обеих костей правой голени со смещением. На игровую площадку Вова в тот день отправился вместе с отрядом пришкольного лагеря дневного пребывания. Воспитатели сочли, что словесного запрета на катание на сломанной качели будет достаточно. Детей один раз отвели оттуда, попросили отойти, а второй раз уже просто не усмотрели. Вот та самая площадка. Сейчас она пустует. На прогулку детей воспитатели сюда не приводят. А это та самая карусель. Примечательно, что напоминающая механизм мясорубки конструкция здесь не одна. И щит, по словам жителей, оторвался не вчера. Дети совсем, скажем так, не детского возраста. Качаются, веселятся, сидят на домиках. Безусловно, хулиганов проконтролировать невозможно. Сломанные лавочки, разобранные карусели, расшатанные качели – это далеко не полный перечень подвигов уличных вандалов. В то же время за безопасность детей отвечают педагоги, а за состоянием игровой площадки должна следить администрация поселения, на балансе которой эта площадка находится. Информация о том, что на площадке имеется какая-то неисправность или, допустим, ребенок получил какую-то травму, в администрацию не было заявлено. Игровая площадка, по словам главы поселения, будет отремонтирована. Мама Вовы желает одного, чтобы подобного не случилось с другими детьми. Анастасия намерена сделать для этого все возможное. Чего мы ждем? Ждем того, чтобы был летальный исход. У ребенка чуть ногу не оторвало. А следующие будут. Мы ждем, когда кто-нибудь погибнет на этих площадках. Я буду обращаться в прокуратуру, поэтому бесследно это не пройдет. Вину между участниками этой ситуации можно распределять бесконечно. Между тем, один вывод будет бесспорным. Потенциальную угрозу необходимо предотвращать. Бесстрастно взирать на нее недопустимо. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, поселок Ленинский. Форум для тех, кто действует. Под таким названием в столице состоялся гражданский форум. Участие приняли более 500 человек. Это представители власти, общественности, представители бизнеса и многие другие. В программе семинары, дискуссионные площадки с участием гостей из регионов России, где развиты институты гражданского общества. Любой формат, когда собирается много общественных деятелей, он всегда позитивен. А здесь мы видим огромное количество, сотни людей, активных граждан Якутии, которые между собой будут взаимодействовать, которые будут взаимодействовать с экспертами. Здесь эксперты из нескольких регионов, соседних и вообще из дальних регионов страны, из Москвы. Это само по себе является большой ценностью. Плюс Якутия – это очень большая территория, в условиях Крайнего Севера большая часть находится, и возможность собираться и вживую общаться – вот это дополнительное преимущество, которое позволит и опытом обменяться, и знания получить, и, возможно, другим помочь о себе рассказать. По итогам работы этого форума подготовили резолюцию. Туда вошли лучшие предложения. Общественная палата республики рассмотрит эти предложения и пожелания. Далее этот документ направят на рассмотрение в вышестоящие органы. В целом, как отметили участники мероприятия, прошло на очень высоком уровне. Сегодня мы поделились опытом работы в различных сферах. Поступило несколько интересных предложений по развитию добровольчества в нашей республике дальше. И я думаю, что такие площадки нужны. И в ближайшее время тоже у нас в июле будет школа волонтера на форуме «Синергии Севера». И ожидаем, что там примут участие руководители волонтерских организаций со всех улусов нашей республики. В Якутске состоялось расширенное заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека на Дальнем Востоке. Участие приняли уполномоченные из 10 субъектов страны.
Разговор состоялся на тему «Актуальные вопросы защиты прав, свободы и законных интересов жителей северных территорий субъектов макрорегиона». Отметим, что в 21 регионе России, относящихся к северным, проживают 10 миллионов человек. Смертность за последние 10 лет в этих субъектах составила 1,5 миллиона, что считается огромной цифрой. И работа уполномоченных по правам человека ведется в направлении улучшения качества жизни людей на севере и улучшения демографии в целом. Предстоит также обсудить им вопрос повышения пенсионного возраста в России. Но мы обязательно договорились посоветоваться с друг другом, возможно, выработать консолидированную позицию по вопросу увеличения этой даты выхода на пенсию. Потому что эта тема важнейшая, она сложная, потому что нельзя, на мой взгляд, прямо проецировать те сроки выхода на пенсию в Европе, в Америке, в Австралии, и также ее проецировать на Россию. У нас совершенно другие условия жизни, у нас совершенно другое население. Нужно очень глубоко изучить вопрос, вплоть до того, чтобы проводить масштабные медицинские, социологические исследования. Сейчас реклама, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. В День памяти и скорби в Нерюнгринском музее освоения истории Южной Якутии открыли выставку новых экспонатов времен войны, что именно представили гостям-посетителям. «Мне бы в небо» авиакомпания «Алроса» вошла в тройку лучших в России. Правда ли это на деле? Довольны ли ценами и услугами сами жители Мирного? Обратный отсчет завтра в столице торжественно откроют Исэх Туймады. Сегодня прошла генеральная репетиция национального праздника в местности Юсхатыг. Наша компания будет вести прямую трансляцию. Это Якутия-24, прямой эфир, итоги дня. Влад Давыдов, мы продолжаем. В Якутии планируют создать центр компетенций по вопросам городской среды. Накануне в Якутске прошла сессия «Дизайн мышления» по созданию региональных центров компетенций на эту тему. Там и обсудили подходы и предложения создания центра. Его работа будет направлена на помощь муниципальным образованиям при благоустройстве своих территорий в населенных пунктах в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Ход реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» рассмотрели сегодня на совещании в столице. Согласно паспорту этого проекта, он должен быть завершен в декабре 2019 года. Бюджет составил 123 миллиона рублей. Цель – создание правовых экономических условий, способствующих гражданам республики трудоустроиться в промышленные предприятия. В результате до 2020 года на предприятиях промышленности должно быть трудоустроено не менее 10 тысяч безработных и незанятых якутян. Я бы хотела обратить внимание на то, что сегодня само трудоустройство незанятого населения в промышленность, оно действительно во многом безусловно является приоритетным. Но то, о чем сегодня как раз говорил председатель комитета, качество незанятого населения именно с точки зрения подготовки, наверное, требует еще одного какого-то этапа, возможно, в этом проекте, если он будет направлен только на незанятое население. Потому что, в принципе, речь идет сегодня о крупнейших компаниях, партнерах этого проекта, и им нужны квалифицированные кадры для того, чтобы дальше развиваться. По итогам опроса популярного туристического сайта tutu.ru мирнинский авиаперевозчик вошел в тройку лучших в России. Сегодня авиакомпания «Алроса» расширяет географию полетов. О том, как проходит жаркий сезон в этом предприятии и насколько жители Алмазного края довольны ценами и услугами авиаперевозчика, расскажут коллеги из Мирного. Лето – самая жаркая пора для всех авиакомпаний. С середины мая начинается сезон летних отпусков. Вместе с тем увеличивается и количество рейсов для авиаперевозчиков. Летом в авиакомпании «Алроса» маршруты из Мирного в Москву и Новосибирск осуществляются ежедневно. Также пользуются спросом рейсы из столицы в Краснодарский край. Повышение тарифов, как таковых, мы не предполагаем. Тарифы, которые действовали и в низкий сезон, они продолжают действовать также и в летний сезон. Высокий сезон, так называемый, он будет действовать где-то примерно до середины сентября.
При этом хотелось бы отметить, что начало лета – это обычно загрузка односторонняя в южные направления. И с середины июля это возврат пассажиров. И тогда пиковая загрузка идет с южных направлений в наши города, Мирный, Полярный. Сегодня авиакомпания «Алроса» увеличивает свое присутствие в Дальневосточном регионе и в Сибирском федеральном округе. С этого года появились новые рейсы из Новосибирска в Благовещенск и из Москвы в Иркутск. Также этим летом предприятие вело дополнительные рейсы. В текущем сезоне востребованы направления в города, где проводится чемпионат мира. В указанный период времени мы также выполняем определенную программу рейсов. Информация о них размещена на официальном сайте авиакомпании. Если из Мирного в столицу и Новосибирск есть ежедневные рейсы, то жителям Айхала и Удачного не хватает билетов. Да и цены на авиаперелеты устраивают не всех. Рейсов нет, не хватает, цены тоже мне не нравятся. Я бы открыла до Петербурга прям сразу напрямую. Естественно, цена хотелось бы, чтобы была пересмотрена, потому что цены очень большие, и не все люди себе, возможно, позволят приобрести билеты. Прямой рейс до Якутска, это же получается внутри республики, и цена вот от 17 тысяч, это очень дорого. Сегодня авиакомпания «Алроса» входит в 35 лучших перевозчиков страны. По числу перевезенных пассажиров занимает 22 место. Идет и постоянная работа по улучшению качества услуг. Так в ближайшее время путешественники смогут сами выбирать себе место в самолете и оплатить багаж на сайте авиакомпании. Анна Винокурова, Оксана Еврасова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Около 4500 новых рабочих мест появится в республике до конца этого года в моногородах. При этом в Нерюнгре, Мирном, Удачном, Айхале, Нижнем Куранахе и Максагаллохе уже появилось около 3000 вакансий. Они не связаны с деятельностью градообразующих предприятий. Наиболее качественные бизнес-планы инвестпроектов представила администрация Мирного. Власти также поддержат благоустройство моногородов. Это ремонт центральных улиц, модернизация зон регистрации и ожидание приема в медицинских учреждениях. В столице состоялось открытие 5-й международной якутской биеннале современного искусства. Тема трактуется как союз, объединяющий город и музей, а также творческие ресурсы ведущих зарубежных и российских художников. Во время празднования на площадке работала детская зона, где ребята могли рисовать различные картины красками и гуашью, а также были представлены инсталляции, где абсолютно любой желающий мог фотографироваться. В рамках нынешней биеннале планируется создание 8 объектов, арт-объектов по всему городу Якутску. Проводится биеннале благодаря поддержке фонда президентских грантов Российской Федерации, президента. И, конечно, вот большая часть объектов благодаря этому у нас создается. В День памяти и скорби в Нерюнгринском музее освоения истории Южной Якутии открыли выставку новых экспонатов времен Великой Отечественной войны. Посетителям представили образцы военной техники, дневники героя Советского Союза Георгия Сорокина, фотографии и письма из фронта и многое другое. Выставку оценили и наши корреспонденты в Нерюнгри. Покрутить ручку сирены воздушной тревоги, услышав характерный звук, хорошо знакомый из фильмов о Великой Отечественной войне, многие экспонаты в этот день можно было потрогать руками. Основатель первого частного исторического музея в Нерюнгре Александр Кашуков провел подробную экскурсию по экспонатам. Самые увлеченные и заинтересованные зрители дети многое увидели и узнали впервые в жизни. Мне нравилось смотреть то, что вышли телеграммы, письма, и как каски были пробитыми пулями. Мне больше всего понравилось оружие ППХ. Она красивая, элитная. Нашим прадедушкам и военным было тяжело таскаться с этим оружием. На сегодняшней выставке представлено более 160 экспонатов, посвященных Великой Отечественной войне. Многие из них выставляются сегодня впервые. Это ботинки, шапка и жетон заключенного концлагеря, табличка со сбитого самолета противника, советская радиостанция, агитационная мина, знамя времен Великой Отечественной войны и многое другое. Или архив героя Советского Союза, танкиста Георгия Сорокина.
Георгий Сорокин в бою с немецкими захватчиками уничтожил 4 немецких танка, 20 немецких бронетранспортеров и более 100 немецких солдат и офицеров. В частном музее Александра Андреевича более 5000 уникальных экспонатов, вещи разных эпох, в основном военной тематики. Большинство экспонатов приобретаются на аукционах, причем у многих трагичная судьба, как, например, у архива героя Советского Союза Георгия Сорокина. Мать всю жизнь хранила этот архив, но после смерти матери, видимо, новые жильцы квартиры, где она проживала, просто выкинули ее. За каждым таким предметом в музее стоит судьба человека, участника и героя войны. А в целом вырастет история нашей Родины, ее армии, ее людей, ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества. Все меньше остается ветеранов и участников войны, кто может рассказать о ней. Поэтому очень важно сохранять историческую память для будущих поколений, в том числе с помощью таких выставок. Александра Цыбикова, Иван Николаев, Лилия Ягудина, Нерюнгри. Завтра в столице торжественно откроется Исех Туймаде 2018. В этом году национальный праздник посвящен 125-летию Платона Аюнского. Сегодня с утра на главной сцене в местности Юсхатын прошла ген-репетиция церемонии открытия. Репортаж нашего корреспондента Анастасии Кобызевой. Традиционно в центре Кумысапития Тунах в 11:30 начнется торжественное открытие праздника Исех Туймаде 2018. В этом году в церемонии примут участие 1200 человек, известные коллективы из разных районов и города Якутска, 180 лошадей и 30 голов крупного рогатого скота якутской породы. Постановка к главному якутскому празднику начинается задолго до самого события. Все очень сложно, это все, каждое движение – это все наука. Это не так просто так приходит, это надо долго изучать, долго чувствовать, долго слушать наших старейшин, можно сказать, да? Театральное действие продолжится масштабным алгысом, обрядом благословения и очищения. Каждый год организаторы стараются придумывать что-то новое и интересное, поэтому в этот раз священный обряд будет весьма необычным. Все участники примут именно в поклонении к нашим божествам. Будет происходить 9 поклонов, самое главное, да, это ко всем божествам нашим. 3 главных алгосчита и 18 алгосчитов. Это так у нас в этом году в первый раз, так, когда очень много алгосчитов в одном тюльге собираются. Тогда будет очень большая такая сила придет. Работа по благоустройству местности Юсхатын легла на плечи 70 бойцов стройотряда «Дабун». Ребята трудились в течение 2 недель. Работаем уже около недели. Посадили всю эту область, получается, озеленили и убрали, получается, мусор. Ну, облагожаем территорию к Исеху. Вот. Еще на прошлой неделе мы работали на ипподроме, еще до скачек. Тоже облагожили территорию, там была краска, поливка и, получается, уборка территории сама. Ну, процентов так 90 уже готово к празднику, скажем так. В разные годы во время Исеха Туймады были установлены 4 рекорда Гиннесса. В прошлом году собралось самое большое количество людей в якутских национальных костюмах. По словам организаторов, в этот раз Исех посетят более 200 тысяч человек. И это, возможно, будет новый рекорд по количеству гостей. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. НВК «Саха» проведет прямые трансляции церемонии открытия Исеха Туймады и игр Дегына на телеканалах НВК «Саха», Якутия 24 и Мамонт. Время трансляции 23 июня с 11:30. Днем смотрите церемонию открытия Исеха Туймады. А трансляция игр Дегына состоится также 23 июня с 6 часов вечера и 24 июня в 12 часов дня. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия 24 и будьте в курсе. Хороших вам выходных. До встречи!